Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. По документам в резиновой квартире в Якутске проживало более 19 человек. Так, участковые привлекли к уголовной ответственности за незаконную регистрацию иностранных граждан 46-летнюю уроженку Кобяйского района. За 2018-2019 годы она поставила на учет по месту пребывания 19 иностранных граждан в своей квартире. Аналогичная ситуация произошла в Ленском районе, об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что местная жительница поставила на учет по месту пребывания 3 иностранных граждан. Фактически они жили в другом месте. За совершенные преступления женщинам грозит до 3 лет лишения свободы. Директор общества с ограниченной ответственностью помещен под домашний арест за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи установили, что 3 года назад в Алдане руководитель компании «Бетон-М» зарегистрировал на подставное лицо общества с ограниченной ответственностью «Монолит». В 2017 году компания «Бетон-М» в качестве подрядчика заключала договоры подряда на строительство различных зданий и железнодорожного узла на территории Южной Якутии. В последующем предприятие заключало субподрядные договоры с «Монолитом», которая в свою очередь заключала договоры с фирмами-однодневками и осуществляла перечисление денег за выполнение строительно-монтажных работ. Нарушителю доначислены налоги на общую сумму свыше 38 миллионов рублей. На данный момент расследование продолжается. Полицейские в Якутске в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. Местный житель сообщил полицейским, что у него украли электроинструменты. Он рассказал, что они хранились в гараже, расположенном на его участке. Сумма причиненного ущерба он оценил в 90 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что входной замок был открыт ключом. Следов взлома не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый безработный 29-летний уроженец Намского района. Выяснилось, что он ранее работал на участке потерпевшего разнорабочим и знал, что хозяин хранит ключи от гаража под дверью. Воспользовавшись тем, что участок не охраняется, он тайно ночью проник на территорию, открыл ключом гараж, откуда похитил электроинструменты – бензопилу, электропилу, шуруповерт, дрель и 2 рубанка. Похищенное он намеревался продать, но его успели задержать. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сезон муссонов в Индии затянулся в этом году почти на месяц. Сильные дожди привели к наводнениям в штатах Уттар-Прадеш и Бихар на севере страны. За последние 3 дня здесь погибли свыше 100 человек, рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 113 человек стали жертвами наводнений в штатах Уттар-Прадеш и Бихар на севере Индии за последние 3 дня. Об этом в понедельник сообщили власти страны. Один из наиболее пострадавших городов – столица штата Бихар, Патна, с населением около 2 миллионов человек. На кадрах, снятых здесь в воскресенье, видно, как люди ходят по пояс в воде. Во многих кварталах первые этажи зданий полностью затоплены. Под водой оказалась приемная местной больницы. Жителей эвакуируют в безопасные места на моторных лодках. Здесь работают сотрудники экстренных служб. Многие проживающие в низинах люди пострадали из-за скопления воды в результате продолжительных дождей. Только за сегодняшний день было эвакуировано 8-9 тысяч человек. В соседнем Уттар-Прадеше из-за повышения уровня воды власти были вынуждены вывести около 900 заключенных из тюрьмы в городе Баллия на западе штата. Затоплены многие дороги и улицы. По словам синоптиков, сезон муссонов в Индии, который обычно заканчивается в начале сентября, в этом году затянулся почти на месяц. Впервые за 6 лет количество выпавших осадков здесь оказалось выше среднемесячной нормы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.